Салам алейкум, друзья, всем привет, с вами я, Абдулгафур Хусайнов, и вы на канале Дружба Народ. Решил поделиться с вами очень полезной информацией. Сегодня буду работать вот на этой ласточке Lada Largus, Яндекс.Го, доставка. Расскажу все от А до Я, как говорится. Спасибо, родной. Слишком шумно. В общем, ребята, сегодня буду работать с 6 утра до 6 вечера. Покажу реальные результаты, то, что стоит ли работать вот на этой ласточке, которая стоит 1,5 миллиона. Ребят, это 2021 года. Еду в сторону мечети, иншаллах, почитаем утренний намаз, делаем дуа, потом в автомойку и уже можно на работу. Время сейчас 5 часов утра. Подъезжаем и... Субханаллах, мечеть закрыта, ребят, на Отрадном. Я не знаю почему, может быть какие-то там по техническим причинам, но так не должно быть. Но нету никакой претензии. Алхамдулилlah, что как бы мы не пешком, даже если были бы пешком, то все равно как бы исправили бы ситуацию. Поеду домой, как говорится, сейчас поедем домой, почитаем утренний намаз и потом в автомойку. Я думаю, то, что иншаллах я успею до 6 часов все это сделать сразу, чтобы ровно в 6 ровно как бы выйти на линию и до 6 вечера как бы. Ребята, кто не подписан на мой телеграм-канал, прямо сейчас на описании этого ролика, как бы переходите по ссылке, подпишитесь, так как мы не знаем то, что будет завтра уже с YouTube. Ну, мало ли, если полностью закроют, я свой путь продолжу в телеграме. Там будет побольше роликов, побольше сторисов, так скажем, и очень много таких полезных информаций. Все о жизни в Москве. Работа, не работа, там спорт и так далее. Пожелайте удачи, пристегнитесь и поехали. Друзья, я чуть задержался, заехал в автомойку, время 6 часов ровно, я уже на линии, по-другому никак. Ну, пока мою машину, если заказ прилетит, ну, я полечу, так скажем. Работаем, как говорится. В общем, ситуация такая, ребят, я минут 40 уже сижу без заказа, и в этот момент я набираю, уже звоню таксопарку, да, как бы таксопарк Паттан, многие из вас, кстати, прекрасно его знают. Спросил, что мне включить лучше, как бы, тут три тарифа, есть экспресс, есть грузовой маленький кузов, как бы на Ларгусе, а есть еще просто курьер от двери до двери, там разные эти. И он мне сказал, что когда долго сидишь без заказа, лучше как бы и курьер тоже включи, нет, чтобы как бы, ну, не сидеть на ровном месте. Я включил курьер, и минут за 10-15 мне уже дали заказ. Вот, кстати, принял первый заказ, еду сейчас на Алтовское шоссе 52А, там заправка Лукойл. Девушка уже звонила мне сразу заранее, ну, типа, попросила, короче, как говорится, купить ей сигарет Silver, и она оплатит как бы за наличные. С первым заказом нас. Друзья, получил второй заказ, также заказ как курьер. Так, какая там была сумма? На 1000 рублей. В общем, два заказа делал пока. Один на 139 рублей, второй на 1000 рублей. И нахожусь сейчас на Можайское шоссе. Это Одинцово. В общем, решил отсюда сейчас просто тариф курьер отключаю. Ну, я думаю, минут на полчаса где-то, на 20-25, чтобы мне грузовой хотя бы один заказ дали, так как грузовой, по-моему, на 2 раза больше, чем обычный курьер. Отключаем, и пока мы на линии. Приехал в поликлинику, там, к стоматологу, привез какие-то там непонятные их инструменты. Как-то так. Прилетел заказ, также курьер от двери до двери, в сторону Москвы, как бы я обрадовался, блин, ну нормально, что. Получается, мне ехать ровно час, а заказ стоит 353 рубля. Но это... Даже что сказать, вот он у меня заказ с аптеки. Взял. Все, едем. Минут 40 уже едем. Ну, точнее, стоим на ровном месте. Мне не повезло с этим заказом, ребят. 20 километров почти, курьер от двери до двери. Хотя я отключил, вот такой минус тоже в Яндексе, то что ты отключаешь его, но все равно иногда дает заказы. Ну, я вот именно этот тариф отключил. Я думаю, то, что впереди кого-то пропускают из чиновников, там, может, из этих, а может, просто пробка. Но прям такая глухая, что настолько, я думаю, что такого, ну, редко бывает. Мы сейчас находимся на Можайском шоссе. Ну, едем.
как говорится. И да, кстати, ребята, по поводу заказов, просто курьер, это чисто для того, чтобы вы не сидели на ровном месте, да, как бы, вот, когда хотите прям двигаться, вот тогда можно включить заказы курьера. А так, если хотите большие заказы взять, ну, надо чуть сабр сделать, как говорится, терпение, потерпеть, там, не знаю, полчаса, час. Я думаю, что может быть прилетит заказ на грузовой маленький кузов. Давайте мы сделаем так, что сейчас отключаю все после этого заказа и буду ждать грузовой. А то уже по-другому никак. Это мой третий заказ, тоже, ну, курьерская. Она очень дешевая. И плюс еще комиссия Яндекса. И да, ребят, не забудьте написать в комментарии, какие видеоролики, какие еще темы вы хотите узнать о Москве, да, допустим, какие-то виды работы тоже, бизнес или спорт и так далее. У меня контент будет связан все с Москвой, дружба народу. Друзья, закрыл третий заказ, привез лекарства с аптеки. В общем, заработал пока 1200 рублей. Так, отключаю сейчас все тарифы, оставляю... Ну, точнее, отключаю курьер, оставляю грузовой и экспресс. По-другому сейчас никак. Пока на линии. В общем, что хочу сказать, ребят. Ну, пока ничего, наверное. Ну, тупо простоял сейчас уже почти час в пробке. Там, не знаю, пропускали какой-то кортеж, короче. Ну, непонятно. В общем, идем дальше. Наконец-то, алхамдулиллах, один заказ прилетел нам. Тариф грузовой, маленький кузов, без грузчика. 12 километров, 900 там с копейками. Привез бампер от Toyota Camry было или Corolla, в общем, неважно. Отдал, время уже 20 минут первого, 12 часов 20 минут, время намаза и обед. В общем, думаю, сейчас пока еду в сторону домой, если заказ прилетит, то отлично, поеду на заказ. И после того заказа уже, естественно, я успею и обедать, и как бы намаз почитать. Если нет, то все равно вовремя будет, ну, грузчик, маленький кузов по Химки. Вот так вот заказчик. Желательно, чтобы фургон внутри был чистее. Улица Свободы. Пассажир написал: перевозка матраса 140-200. Матрас без упаковки. Желательно, чтобы фургон был внутри чистый. Улица Свободы, дом 28, корпус 2. Единственный подъезд. Код домофона 22, решетка 500. 11 этаж. 83 квадратных. 8 915 1 844 804. Ну, ребят, на всякий случай, если кто-то на улице останется, вот код подъезда. Можете в подъезде у них греться. Так. Надо будет позвонить, сейчас тогда позвоню, скажу, что у меня, ну, фургон, но, блин, повесится, не повесится, надо будет. Пассажир его... написал: здравствуйте, вам поместится матрас 140-200. Нет. Я все-таки взял матрас, ребят. Поместился в багаже, только вот видите, я его как в телефоне были старые, раскладушка. Такие пироги. Друзья, время уже 15 минут второго, час 15. В общем, я выхожу из длины, работать не буду. Ладно, шучу, поеду сейчас, пообедаю, намаз почитаю и продолжим, иншаллах. Приехал домой, пообедал, и уже минут 20 вот на линии, ждем заказа. Я думаю, то, что лучше дома ждать заказ, чем сейчас выйти на улицу и посидеть в машине. Не знаю даже с чего начать, ребят. В первую очередь хочу поздравить вас с великим священным месяцем Рамаданом. Пусть Всевышний Аллах примет от нас, от вас наши благие деяния, наши посты, молитвы. И пусть также простит нам наши грехи, иншаллах. И что хочу сказать, ребят, по поводу доставочки, по поводу того, что почему меня закрыли там на 10-12 суток. Очень многие, ну, наши ребята ждали этого момента, то, что когда я сделаю видео. Ребят, сегодня 2 апреля, то, что я снимаю. Почему я именно сегодня решил снимать это видео, ребят? Знаете, давайте все-таки сначала сейчас по палочкам разберем, как говорится. Ну, в первую очередь я расскажу вам о доставочке. Я раньше не работал на доставке, именно на легковой машине, да, как бы было время, я работал на «Газели», у меня есть уже видеоролик о заработке на «Газели». Вот, о доставке чисто по своему опыту конкретно, я также сейчас 100% ничего не могу сказать вам, но есть моменты, то, что я уже тот день работал немножко, и есть, да, какие-то там понимания.
Разница в обычном легковом автомобиле, чем Largus, в том, что он не получает, как бы, ну, понятно всем, то, что обычные грузовые заказы. То есть нельзя будет вести стиральную машину, там, какие-то крупногабаритные, допустим, коробки и так далее. Вот. Есть ребята, которые работают на обычных легковых автомобилях, как Приора, там, этот Daewoo Nexi, там есть Matiz и так далее. Обязательно, иншалла, один день, ребят, я с утра до вечера сниму это видео обязательно и выложу в YouTube для вас, конечно. Вот. Давайте вкратце сейчас также расскажу, почему закрыли и что случилось, ребят. Ситуация такая. Я сначала, конечно, не хотел снимать это видео. Ну, это было еще там 15 суток назад, 15 дней назад. Сегодня уже 2 апреля. Вот. Но все-таки решился на это. Знаете почему? Потому что я снимаю, ребят, полезный контент, всю о жизни в Москве, какие-то хорошие примеры, пользы там, так скажем. Вот. И раз уж я такие вещи снимаю, зачем мне скрывать какие-то там свои моменты и почему бы мне вам не рассказывать, чтобы это стало вам примером. Вот. Поэтому ситуация такая, ребят. Я ездил с лишенными правами. Да, мало кто в курсе, были ребята, которые знали. Но я так работал, зарабатывал на жизнь, на хлеб, как говорится. Но в один момент, видите, как бы доигрался, так скажем, поймали меня. Оформили по полной, дали там наказание 10-12 суток. Алхамдулилля, ребят, я, поверьте, не жалею, что так получилось, потому что я усвоил очень хороший урок. Ну и также, как говорится, все, что не делается, делается к лучшему. Было хорошо, будет еще лучше. Вот, поэтому все, что случилось, уже случилось. Что хочу сказать. В первую очередь, ребят, не нарушайте правила дорожного движения. Поверьте, ребята, она того не стоит. Как бы мы все, ну, в основном, да, как бы молодые, у нас проблема с терпением, да, сабр. Вот, то есть гоняемся там. Ну, я некоторых имею в виду, ребят, чтобы вы меня правильно поняли. Красный светофор, ну, особо бывает моменты, то, что неохота будет ждать. Или там, допустим, если прилетел нам заказ, в основном это сейчас таксистам касается, да, как бы, кто работает на доставке и так далее, потому что тоже были моменты, делали такие вещи, ну и как бы наказали нас по полной. А вот это, допустим, развернуться где не положено, да, двойная сплошная, это уже лишение прав. В первую очередь это 5000 рублей штраф будет, а потом уже лишение прав там на 4 месяца, на 6, так и как бы идет. Вот. Мы как делаем? Как бы видим то, что по навигатору 3 километра напрямо, и там можно уже развернуться, где положено. Нет, мы берем как бы на ровном месте, разворачиваем, едем, и ну, при этом мы рискуем, так скажем, этим моментом, да, как бы это очень рискованно, она того не стоит. Чтобы вы не подумали, то, что, ребят, вот я, как бы, меня закрыли за водительское удостоверение, и я решил снимать такое видео. Нет, никто мне ничего не говорил, ребят, я сам решился на это, так как у меня такой контент, и я хочу, чтобы, как бы, это стало вам примером, ребят. Иншалла, я пока буду ждать, получу водительский, и дальше буду работать, двигаться, да, как бы. Теперь сейчас, ну, без прав уже, ну, после того, как, тем более, я сделал видео, я, конечно, не буду ездить. Вот. Так что было? Меня остановили, оформили по полной, 12 суток там, ну, 2 суток сутки я был в отделении, точнее в ГАИ, потом на Таганке, потом меня там на Севастопольский куда-то туда отправили, спецприем. Все было замечательно, ребят. Пацаны разных национальностей были, как бы, старшие братья с Дагестана, с Киргизии были также старшие братья, были русские, украинцы. Отношение друг к другу было просто на высшем уровне, ребят. Прям как вот у меня «Дружба народов», название канала. То же самое, поверьте. Вот, что касается по поводу правоохранительных органов, отношения к заключенным, или как там правильно будет. Блин, тоже, вот, ребят, я не ожидал, честно, да, как бы, вот прям до такого уровня. Ну, там тоже есть, где-то процент играет 85-90, нормальный. А так вот, честно, да, 15-10% играет, а там были случаи, как бы, ну, одна смена прям такая вообще непонятная, знаете, грубые и такое отношение, ну, к народу. Вот. А так, в целом, другие, особенно те, которые меня приняли, они же меня приняли, они же отпустили меня. Просто, вот, ну, не знаю, ну, лучшие просто, знаете, отношения очень хорошие, с уважением на «вы», с улыбкой, так бы, ну, как будто на ресепшене, вот, в этих хостелях и в других моментах встречают людей, вот они также с улыбкой, ха-ха, там, ну, блин, ребят, ну, скучно не было, на самом деле, я не жалею, все было бомба, как говорится. Вот, в общем, ребят, так что такие моменты по поводу доставочки, я дико приношу свои извинения, то, что до конца не было заснято, но все же получилось тоже не очень плохое видео.
Поэтому, кому понравилось, обязательно поставим лайк, кому нет, дизлайк. Подпишитесь, кто не подписан, ребят. После этого ролика, иншаллах, я планирую запускать, точнее выложить видео о Вальберсе. Да, как бы вся правда о Вальберсе в складах, так как я там уже работаю несколько дней, понял очень хорошие вещи, ребят. Вот, и не нарушайте правила, подпишитесь. И да, кстати, чуть не забыл, ребят, подпишитесь на мой инстаграм, Абдугафор, и телеграм-канал. Мало ли что будет с ютубом, ребят, чтобы не терять, так скажем, качественный контент. Вот, до скорого, ассаляму алейкум.